Ну, я хотел бы сказать, что, конечно, чтобы вы понимали, я нахожусь под риском огромным. То есть буквально сегодня, неожиданно через 5 минут, любое может быть решение такое, которое разводит Токаев. Они могут меня задержать, но мы опять будем биться. Опять же, на судебные дела нужны ресурсы. Тут меня пишут люди удивительные, просто удивительные. Я поражаюсь, насколько у людей проблемы с головой. Мне пишет одна женщина: как же так, Маке, вы же богатый человек, меценат, а просите у людей деньги. Как же так, я разочарована. Мне это просто позор. Я уже почти год говорю о том, что у меня все деньги конфискованы, что у меня нет ресурсов. И как может богатый человек просить деньги, если у него их нет? Как? Если точнее у него много, зачем просить? Я все эти годы и не просил. И представляете, насколько поражен должен быть мозг человека, чтобы такую глупость написать. Маке, как вы можете просить деньги, вы же богатый человек. Это просто позор. Позор людям, у которых с головой проблемы. Или говорят: у тебя же миллиарды, куда они делись? В день по $1 миллион нужно тратить, никогда эти миллиарды не закончатся. Опять, насколько люди просто поразительно потеряли способность мыслить, думать. Заглянул ко мне в Инстаграм, в YouTube, посмотрел мои эфиры и все понял. Нет, они мне такую ерунду пишут, просто поражает. Как деградировали люди, как эта система поразила наше образование, убила. Как система, которая подавила наши права, возможность выходить на митинги, выражать протесты, выражать свободные мысли, насколько деградировала людей, чтобы они не могли просто прочитать, загуглить, заглянуть в интернет, прежде чем такую ерунду писать. Ну, вы видели, чтобы человек был миллиардер и вдруг просил там какие-то несколько миллионов тенге? Это же вообще просто уму непостижимо, такое не бывает. Понимаете? А люди пишут такую ерунду, поразительно. Или ты куда свой миллиард дел? Если бы они у меня были, разве я бы просил? Это же очевидная вещь. Вот. Поэтому все эти люди, просто, к сожалению, мне жаль их. Они просто опухоль мозга. Ну вот, это по судебным делам. Второе, я хотел бы еще раз повторить, добавить по поводу митингов 25 октября. Когда я написал, что режим боится и в страхе, там были люди, которые комментировали: нет, он не боится, он использует ментов, люди гасят, давят, вот у нас инфляция, он ничего не боится, зарплаты не повышает и так далее. Еще как боится. Вот, например, в жизни возьмем. Вы идете, ничего не боитесь, спокойно идете. Не боитесь ничего и так далее. Нет никаких признаков, чтобы вы выражали страх. Но когда вам страшно, когда вы думаете, что на вас кто-то нападет, слева, справа, или вас кто-то может, не знаю, поранить, что вы делаете? Вы стараетесь, смотрите по сторонам все время. Или в крайнем случае берете палку, чтобы отбиться от врагов, правильно? Вот что делает человек, который напуган. И тот, кто может совершить такое нападение, нанести ущерб, он как минимум обладает такими же возможностями или такой же силой, или превосходит. Вот тогда человек начинает бояться. А если бояться нечего, то человек и не боится. Что делает режим? Он боится. Он телевидение, газеты, везде вас запугивал, делали заявления, обещали всякие разные проблемы, задерживали небольшую группу активистов, опасаясь, что они будут зачинщиками этих протестов. Детей напугали, сами напугались. В Акимате Алматы вы видели, группа этих полицейских находились внутри, лежали прям, что называется, на ковролане, сидели в креслах и ждали штурма со стороны народа. Видите? То есть режим напуган. А почему напуган? Потому что он знает, что проблем в стране много, а они не решают. Более того, все, что они делают, они запугивают вас. То есть получается, режим боится народа, причем боится страшно. Вооружается, нагоняет полицию и все прочее. А народ боится режима. Ну это же смешно. Друг друга боятся и все. Поэтому наша задача вот этот страх преодолеть. Вы посмотрите, даже находятся до сих пор люди, которые говорят, что нам нужно дать время Токаеву. Ну смотрите, когда январские события произошли, в январе, он буквально в марте выступает и говорит, что будут реформы, все прочее, объявляет через месяц.
объявляет референдум, и 5 июня проводит референдум, через несколько месяцев. Раз, провел нужный ему референдум. В сентябре уже никакого референдума не нужно, он объявляет о выборах президента, в ноябре снова продлевает себе сроки, становится президентом сроком на 7 лет. Через несколько месяцев он меняет депутатов на еще более послушных. То есть, видите, он все это делал быстро. Ему не нужно было ждать чего-то. Потом принимаются якобы законы по возврату активов и украденных активов. Все это подписывается, напротив него сидит самый большой вор страны Нурсултан Назарбаев. И цинично подписывают на его глазах, и затем делают заявление, что это сложный процесс, имитируют процессы всякие, нанимают Акижана Кожегельдина и другие, которые имитируют, что они там ищут активы кого? Те, кто украл. Так он под носом сидит у Токаева. И теперь нам рассказывали байки, что это длинный процесс. То есть взять власть, усилить его, репрессировать людей, поменять депутатов, это, пожалуйста, это быстро. А вот деньги человека, который под носом у него сидит, это сложно, это вот трудно, это вот не получается, это непросто, да? Видите, портрет Назарбаева висят, улица Назарбаева, пожалуйста, поменять 1 минута. Он столицу поменял из Астаны Нур-Султан за 1 минуту. Вообще проблем не было. Но и потом, вот совсем недавно, 24 октября, не 25, между прочим, то есть 25 числа не было никаких праздников, парки вы видели, даже в Алма-Ате, единицы людей ходили, которые в обычных людей, там 1000 людей ходят. Всех запугали. 24 октября, не 25. Токаев заявляет, что нам нужно отдать должное Назарбаеву, опять его восхваляет и так далее. Вот что называется, для тех, кто все еще в тумане ходит, нате вам, они с Назарбаевым вместе. Вот и всякие блогеры, тетушки, брошенные огромные деньги, чтобы убедить, запугать вас, не ходить на митинги, чтобы вы не использовали свои права, записанные по Конституции. Право на митинг — это безусловно право гражданина нашей страны. И что по итогам 25 октября? Блогеры выходят, Аблязов проиграл. Слушайте, Аблязов что ли говорил, что себе поднять пенсию плюс 150 тысяч тенге? Аблязов говорил в программе, что мы должны требовать более чем 2 миллионов пенсионеров 150 тысяч тенге. Это что, мне что ли? Или я говорил, что работникам, точнее мне нужно поднять зарплату, а не работникам экспортных предприятий до 1 миллиона тенге. Это же там их минимум 1 миллион человек. Пособие, матерям и все прочее, бесплатное образование, здравоохранение. Это что, Аблязову? Если люди не вышли на митинг, это не Аблязов проиграл. Это народ проиграл. Это пенсионеры проиграли, которые не получили свои 150 тысяч тенге дополнительно. Вы не получили увеличенную заработную плату и так далее. Разве я для себя это требовал? Что тут радоваться? Ну просто дураки люди еще. Ладно, эти блогеры им заплатили, все понятно. Но немало было дураков, которые радовались. А, Аблязов, у тебя ничего не получилось. Что не получилось? Не получилось, чтобы тебе стало лучше жить? То есть, ну понимаете, уровень сознание людей, насколько вообще дно, что называется.